Недавно в Кашгаре состоялось собрание Коммунистической партии Китая, посвященное ее 20-летию. На конференции, которая была организована под девизом «Содействие развитию», особое внимание уделялось содействию борьбе с терроризмом и обеспечению стабильности на низовом уровне. Согласно сообщению в китайской прессе, 28 июля на встрече в Кашгаре со специальным выступлением оказался секретарь партии Уйгурского автономного района Ма Синьчжуй. В своем выступлении он сказал: «Мы должны добиться глубокого прогресса в борьбе с терроризмом и сохранять стабильность, а также поддерживать напряженную ситуацию, чтобы без колебаний иметь дело с тремя силами». Ма Синьчжуй также сделал акцент на укреплении общего китайского национального сознания, которое иностранные наблюдатели называют политикой ассимиляции. По данным China News Network, план, объявленный администрацией гражданской авиации Китая и правительством Уйгурского автономного района, сделает Урумчи, центр Восточного Туркестана, основным хабом и международным узлом системы гражданской авиации. В качестве вспомогательных хабов запланированы аэропорты в Кашгаре, Корле, Или, Турфане, Хотане, Карамае и Аларе. Китайское правительство в последнее время значительно укрепило свои политические и экономические связи со странами Центральной Азии. В то время, когда в западном мире предлагались различные экономические санкции против Китая из-за геноцида Китаем уйгуров, внезапный рост интереса Китая к Центральной Азии привлекает внимание. Правительство США готовится ввести новое постановление, ограничивающее ее экспорт оборудования для производства полупроводников китайским производителям микросхем, чтобы помешать Китаю развивать искусственный интеллект. По данным Reuters, эти новые правила также затронут такие страны, как Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзию. Однако, по словам источников Reuters, поставки от союзников США, таких как Япония, Южная Корея и Нидерланды, будут освобождены от этого правила. Вслед за этой новостью акции голландской фирмы ASML, одного из ведущих поставщиков полупроводниковой промышленности, выросли в среду на целых 10%. В качестве шага, невиданного за последние 35 лет, Берлин вызвал китайского посла в знак протеста против кибератаки на штаб-квартиру правительства Германии, осуществленную 3 года назад. Представитель МИД Германии заявил, что глубокий анализ взлома правительственного учреждения подтвердил ответственность связанных с государством субъектов в Китае. Пресс-секретарь отметил, что Берлин осуждает хакерские атаки и призывает Пекин воздержаться от подобных действий в будущем. Организованная муфтием района Конья-Бейшехир и филиалом ТДВ в Бейшехире была открыта благотворительная распродажа в пользу Восточного Туркестана и Палестины. Выступая на открытии базара, которое началось с чтения священного Корана, муфти провинции профессор доктор Али Оге подчеркнул важность поддержки духовных братьев и сестер в трудной ситуации и заявил, что подобные организации укрепляют сотрудничество и солидарность общества. Журнал The Economist отметил, что Китай создал серьезные запасы, особенно нефти, природного газа, меди и зерна, своими крупными закупками в первой половине этого года и заявил, что это является предвестником новой геополитической напряженности и направлено на подготовку к возможной войне. Предполагается, что эти огромные запасы указывают на проблему в будущем, а Южно-Китайское море было указано как возможная зона конфликта. В одном из городов центральной части Китая 30 человек погибли и 35 человек пропали без вести в результате дождей, вызванных тайфуном. Трагедия произошла в результате проливных дождей, вызванных тайфуном в городе Цзисин в китайской провинции Хунань.